5 человек погибли, еще 76 пострадали по вине пьяных водителей на дорогах Казани. Такую статистику за 8 месяцев этого года приводит госавтоинспекция города. Это и стало поводом для проведения рейда под названием «Нетрезвый водитель». В ходе него сотрудники выявили не только пьяных автомобилистов, но и трезвых, которые по разным причинам вообще не имели права садиться за руль. Об одном из них расскажет Айгуль Бадрудинова. А почему со второго ряда поворачиваете? Ну, просто у нас как бы свадьба идет. Водитель такси так спешил отвезти пассажирок на свадьбу, что нарушил правила дорожного движения на глазах сотрудников ГИБДД. Пока не выясняли причину, узнали, что это не единственное его нарушение. Здравствуйте. Я страховку что-то забыл. Он улыбался и думал, что сейчас отделается штрафом и поедет дальше. Но проблемы мужчины увеличивались в геометрической прогрессии. Оказалось, что несколько лет назад уроженец Таджикистана был лишен водительских прав за то, что скрылся с места ДТП. Он уверял, что тогда сдал удостоверение и не ездил целый год. И теперь имеет право сесть за руль. Но выяснился один нюанс. Документы сдавал. Права, которые у меня были, права таджикские. Да, таджикские. Я им сдавал. Они сказали... Да. В базе данных сотрудников госавтоинспекции не было информации, что мужчина сдал водительское удостоверение. Это означает, что садиться за руль и возить при этом людей у него не было права. Нам сейчас что делать? Пешком идти? Куда идти? Вы можете, пожалуйста, пусть он довезет, делайте дальше с ним, что хотите. Мужчину не отпустили, а его автомобиль погрузили на эвакуатор. Он там доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего доставления в судебный участок по месту нарушения для рассмотрения материала по существу. Что ему теперь грозит за это? Административная ответственность за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления транспортными средствами, в виде административного ареста до 15 суток. Всего в ходе рейда автоинспекторы поймали 3 водителей, не имеющих права управления транспортным средством, и еще 4 пьяных автомобилистов. В отношении одного из них, возможно, возбудят уголовное дело за повторную езду в нетрезвом виде. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Вызов 112. Истории и герои на нашем сайте и YouTube-канале ТНВ.